Вітаю, спадару Андрей, вельмі прыемна з вами пазнаёміцца, удзячная, што вы пагадзіліся з намі паразмаўляць. Дзякуй навзаем, мне таксама прыемна. Андрей Корсак, колішні аператор інфармацыйнай кампаніі «Белапан», пасля блакавання сайту агенства ў 2015-м пакінуў журналістыку. Пераехаў на працу ў Расію, затым у Польшу. З 9 сакавіка 2022 года ў шэрагах добраахвотнікаў палка імя Кастуся Каріноўскага ва ўкраіне. Служыць у падраздзяленні БПЛА імя Мікіты Краўцова ў мінамётным разліку «Жнец». І хацелася пачаць з таго, што мы фактычна з вами калегі, бо некалькі год вы працавалі таксама ў незалежным медыа. Але наколькі я прачытала, амаль 7 гадоў вы жывеце ў замежжы. І вось першае, што хацелася б даведацца, гэта што стала прычынаю вашага ад'езду і чым вы займаліся? Это был 14-15 год, на Белопан уже тогда шло давление. Ну, вы, наверное, знаете, что закончилось это смертью Олеся Липая, нашего любимого редактора. Я вернулся в родной город, но родной город меня не ждал. После Белопана я не мог устроиться в магазин даже грузчиком. И уехал в Россию несколько лет, работал в России, а потом перебрался в Польшу. И, собственно, в Польше я уже думал оставаться, думал там начинать новую жизнь. То бок я разумею, што сядно не будучы ў Беларусі, вы сачылі за тымі падзеямі, разумелі, што адбываецца. Так. Ну, знаете, то, что отбывается, не понимает только, просто в конец тупой человек. Все они прекрасно понимают. И с той, и с этой стороны баррикад все прекрасно понимают, что происходит. Ну и пока им выгодно делать вид, что они еще не понимают, что все не так, как кажется. На самом деле, как раз-таки здесь все однозначно. А што вас падштурхнула адважыцца і уступіць у шэрагі добраахвотнікаў і бараніць незалежнасць Украіны, нашай суседняй краіны? Ну, понимаете, мне даже трудно себя представить где-то в другом месте сейчас. Потому что, по моему мнению, то, что происходит здесь и сейчас, вот в этой точке планеты, это самая важная вещь в мире. Ничего важнее этого нету, потому что дальнейшее повлияет на весь наш миропогляд. Цяпер вы з'яўляецеся мінамётчыкам, так? Можаце крыху апісаць, у чым палягаюць вашыя задачы? По-першае, у нас наш расчет, он состоит в складе БПЛА. БПЛА – это, понятно, хлопцы-пилоты поднимают своих тушек, выясняют цели. Не только для нас, они работают для большого сектора фронта. Вот, на них надеются и сумежники наши, молятся на них. И не зря. Парни у нас очень головастые, очень умные, очень храбрые. Вот, когда цели находятся, вот в чем отличие нашего БПЛА от других, то, что у нас собственный минометный расчет. То есть мы можем выявить цель и сразу же ее уничтожить, не обращаясь больше ни к кому. И большей частью, слава богу, у нас это получается и получается неплохо. А наколькі надоўга хапае аднаго дрона, ці яны як расходны матэрыял іх вельмі хутка знішчаюць? На самом деле, да, дроны очень часто теряются. С этим ничего не поделаешь. Работает и вражеская РЭП, да, которая их садит. Да вообще что угодно, погодные условия, особенно сейчас, когда вот это либо туман, либо дождь, либо мгла вот эта мокрая стоит в небе, у них быстрее разряжаются аккумуляторы, да, их надо быстрее садить. Это работа такая достаточно нервная, но благо ребята наши очень хорошие профессионалы. Вот, и, пользуясь случаем, мы сейчас проводим сбор на 2 антенны, которые позволят нашим ребятам эффективнее работать, и дрон Mavic 3 с тепловизором. Если у кого-то есть желание нас поддержать, мы вам будем вельми удячны. И поверьте, это все идет на корысть нашей агульной перамоги. Зразумела, вайна – гэта вельмі страшная рэч. Вось з чым самым жахлівым, страшным вам давялося сутыкнуцца на фронте? Самое страшное – это, конечно, смерти близких ребят.
Не так давно я потерял одного из своих лучших здесь друзей. Вчера от нас сошел МММ, наш инструктор, человеку 71 год, у него 3-я война. Вот. Он бы мог спокойно сидеть дома, он свое отвоевал уже давным-давно. Но он пришел к нам, и это человек такой жизненной энергии, которая у него просто через край била. Он мог зарядить любого и на что угодно, честное слово. Как и мой погибший друг, это человек-позитив сам по себе. У него все постоянно на позитиве, шутки, прибаутки. Слово «смерть» с ним вообще даже близко никогда не ассоциировалось. Но вот ребят терять, это самое тяжелое, что может быть тяжелее. И когда говорят, что война забирает самых лучших, это, к сожалению, правда. Потому что самые лучшие, они, как правило, и идут первыми, и ответственность на себя берут первыми. Вот, это самое тяжелое. Самое жуткое, однажды, это неподалеку от Бахмута, мы тогда уже из Бахмута отступили, заехали вот на новую позицию, и смежники дают нам координаты, по которым мы должны стрелять. Это небольшая такая посадка, в которой уже деревьев не остались. Там просто, стоят такие вот пеньки разной высоты. И среди них нарыты лисьи норы, где прячутся орки, да. Их заводят туда каждую ночь человек по 30, по 40. И вот мы 4 суток, где-то там 60-80 мин в день мы выбрасываем на этот клочок земли. Мы просто... Там ничего не остается живого. Ничего. Это уже непонятно, где это нора, где воронка. Там просто все перемешано в грязь. И что вы думаете? Они на следующую ночь опять заводят туда людей. И это продолжается 4 суток. И если поначалу мы радовались, что мы попадаем, да, но мы всегда радуемся. Ты ж не мыслишь категориями там убил, не убил. Ты мыслишь категориями попал или не попал. И вот поначалу, если мы радовались, что попадаем, знаете, на 4-е сутки тебе становится жутко. Потому что это настолько бессмысленно, это настолько расход человеческой жизни. Для них люди, что дрова. Вот закинул в топку, да, сколько тебе надо, и все, паровоз попер. Это же чьи-то отцы, чьи-то дети, в конце концов. Ну ладно, мы враги, вы нас не жалеете, своих-то за что? И ты себя чувствуешь просто мясником на бойне. И чувствуя это, ничего, я на самом деле этим не горжусь, да, мне от этого горько. Но это приходится делать, а как иначе? Ну, иначе до них не дойдет. І гаспадару Андрей, акурат хацела папытацца, што ж дазваляе тады трымацца і увогуле ў гэтай сітуацыі неяк заставацца чалавекам і не зразумець, што ты там можаш жыць і мірным жыццём. Люди, которые вокруг. Я нигде никогда, ни в одном месте я не встречал такое количество светлых людей. Это, наверное, самое лучшее, что есть на войне. Что тебя окружают люди, хотя у нас отношения, вот поймите, друг с другом непростые. У нас такой расчет, где все люди чудинка, абсолютно все. Нам иногда бывает очень непросто друг с другом. Но, тем не менее, мы искренне, откровенно друг друга любим. Мы друг друга поддерживаем. И остальные ребята, штурмовики наши, я с них вообще в полном восторге. Они сталкиваются в глаза, да, с противником. Это самое тяжелое, да, наверное, что может быть. И я, честно говоря, я просто горжусь тем, что меня окружают подобные люди. Вот, ответственность за будущее нашей страны. За то, каким... Я иногда там, знаете, бывает, разговариваю с людьми, которые остались там в Беларуси. И они, конечно, на самом деле, они очень боятся войны. Да, что понятно. Что понятно. Естественный человеческий страх за своих детей, да, это инстинкт просто, да. Они очень боятся, что мы придем, что мы принесем войну, чтобы не пострадали их дети. Но, с другой стороны,
А какую ты страну оставишь своим детям? Ты хочешь, чтобы твой ребенок боялся сказать правду? Чтобы он жил в обществе, где все вокруг лгут, стучат друг на друга, доносят, чтобы он сам стал доносчиком? Или на него донесли? Ну, так же жить просто-напросто нельзя. Они тоже это прекрасно понимают. Но, к сожалению, эта ОПГ, которая засела у власти, она просто так не уйдет. И тут, так что, ребята, если вы хотите, мы не несем вам войну, мы несем вам вольность, мы несем вам свободу. Так что поддержите нас, пожалуйста, в нужное время, и это все очень быстро закончится. А калі на бліжэйшыя год-два вайна не спыніцца, так, не будзе перамогі, наколькі доўга вы яшчэ гатовыя ваяваць? Я готов воевать до перемоги. Для меня просто я себе купил билет в один конец. Для меня выхода просто другого не будет. Или я вернусь и на старости лет буду жить в своей стране, никого не боясь, и где никто никого не будет бояться. Либо, все, нет другого выхода. Другие варианты просто я не рассматриваю даже. Но я хочу домой. Я хочу быть похороненным на своей земле. Спадару Андрей, дзякуй вам яшчэ раз вялікі за гэтую размову. Магу толькі пажадаць, каб вы бераглі сябе. Вялікі дзякуй вам таксама.